Дальний Восток, Сибирь, Россия и зарубежье, защищая честь района и республики на соревнованиях различного уровня, алданские самбисты показывают блестящие результаты. Ежегодно площадкой проведения межрегиональных состязаний по самбо становится Алдан. Впервые открытое первенство состоялось в спорткомплексе «Металлург» в 2025 году. Турнир был посвящен памяти мастера спорта СССР Хаганы Тарих Аглы Атгюзалова. Хаганы Тарих Аглы, или дядя Тофик, как с любовью и уважением называли его ученики, отдал тренерской работе 35 лет. Благодаря ему в Алданском районе развитие получили спортивные единоборства, в том числе вольная борьба и самбо. Когда приехал здесь, в Алданский район, здесь у нас в Якутии есть популярность, первый номер, вид спорта – это вольная борьба. И он начинал возрастать здесь, борьба, вольная борьба. У него есть и чемпионы мира, и чемпионы России. Да? Идею организации и проведения турнира памяти Хаганы Атгюзалова коллеги, друзья, близкие и ученики вынашивали давно. Более 10 лет назад состоялись соревнования по дзюдо. Теперь же открытое первенство по самбо решено проводить ежегодно. Когда в этом году Талипшо Мирзагулович поддержал, сказал: Хаяла, давай будем проводить ежегодно, я двумя руками, двумя ногами только за, чтобы в честь моего отца чтили, всегда помнят его друзья, коллеги, товарищи. Поэтому я благодарна всем. В первом открытом турнире силами с алданцами померились гости из разных районов Якутии и Амурской области. Битвы за первенство проходили напряженно и горячо. За победу боролись 210 юношей и девушек. Тофика знали не только в Алдане и уважали. Его знали за пределами республики. И в самой республике он очень был хорошо известен и уважаем. Когда ушел Хаганы Тарих Аглы, образовался такой провал у нас в вольной борьбе, который сейчас, вот уже по прошествию практически 10 лет, начинает выравниваться. Возвращаются в школу его ученики. Вот, и мы очень надеемся, что они подхватят это дело и поднимут нашу вольную борьбу на более высокий уровень. Алдан считается перспективной площадкой для проведения учебных тренировок и соревнований различного уровня. Сегодня приоритеты ставятся как на развитие детско-юношеского спорта в целом, так и на укрепление позиций единоборств. К слову, эти направления набирают популярность среди как подростков, так и ребят младшего возраста. Домашнее задание на завтра Даниил Скоромный выполнит вечером, а после обеда первоклассник поспешил в школьный спортзал. Сегодня по расписанию тренировка по дзюдо. В секцию Данил пришел в начале четверти. И хотя дзюдо для мальчика вид спорта новый, все элементы Даня выполняет легко и непринужденно. Задания тренера ему нравятся. Чтобы как-то организовать его, решили отдать в секцию дзюдо. В принципе, сам попросился, его одноклассники ходят. Дома у нас, конечно, есть и турник, и он занимается, в принципе, как-то, стараемся его как-то привлечь к этому. Данил посещает младшую возрастную группу, в которой занимаются ребята от 6 до 9 лет. Во вторую группу входят ученики средних и выпускных классов, а самые старшие спортсмены уже студенты. Секция дзюдо образовалась на базе школы номер 2 города Алдана в начале учебного года. Основам пришедшего из Японии единоборства ребят и девчонок обучает преподаватель Алданской детско-юношеской спортивной школы Иван Поляхов. Дети ходят у нас младшие, с 6 лет, 6, 7, 8 лет, и детки от 9 лет, это у нас уже в отдельной идут, получается, команде. Занятия идут у нас каждый день. Каждую свою группу Иван Владимирович стремится сделать командой, сплоченной, дружной и единой. Один из главных принципов, которые тренер прививает воспитанникам, звучит так: мы осваиваем искусство дзюдо не для того, чтобы нападать, а для того, чтобы при необходимости уметь защитить себя и своих близких. Ученики двух школ, СОЖ-2 и Алданская гимназия, в основном составляют костяк воспитанников. Создает удобство, не надо никуда бегать по залам, особенно деткам маленьким. После учебы тут же остаются и занимаются. В настоящее время секцию дзюдо при второй школе посещают порядка 30 человек. Тренировки начались в сентябре, и сегодня уже можно говорить о некоторых результатах. Достижения воспитанников, по мнению преподавателя, достаточно весомые. А в ближайшее время ребят ожидает первое серьезное испытание.
Они поборются за первенство на республиканской арене. Детки есть, вот уже подающие как бы надежды, потенциал. И в планах у нас в ближайшие месяцы выезд в Якутск, на Якутию. Есть в планах, да, вывести у нас 2 девочки, 2 мальчика. Я думаю, должно у нас что-то получиться из этого. Интенсивно пополняется копилка достижений воспитанников Алданской Федерации по смешанным боевым искусствам ММА «Боевая Русь». В ближайшие месяцы ребятам расслабиться не удастся. Спортсмены продемонстрируют навыки на соревнованиях различного уровня, а также примут гостей у себя. Первое серьезное испытание состоится совсем скоро. Мы сейчас планируем в марте выехать в Благовещенск на чемпионаты первенства Амурской области, там подраться, выставить своих 10 спортсменов от Боевой Руси. В мае мы планируем провести свой, также юбилейный 5-й турнир будет. Он будет на республиканском уровне, пригласим с республики, со всей спортсменов. И впервые подеремся за звание чемпиона, за пояс будет проходить турниры, то есть пригласим Нерюнгри, Якутск. Больше такой масштабный будет, около 200 человек планируем провести, чтобы спортсмены поучаствовали и каждый показал свой результат. Федерация ММА «Боевая Русь» образовалась 5 лет назад на базе действовавшей секции. Тренировки у ребят проходят в культурно-спортивном центре поселка Ленинского. В настоящее время смешанные боевые искусства осваивают порядка 70 человек. На данный момент у нас тоже здесь новички, которые занимаются там месяц, 2, 3, полгода. То есть, для нас они новички. Но в основном здесь у нас сейчас занимается сборная команда. Они от 2 лет уже все точно занимаются. 2, 3, 4 года. То есть есть даже спортсмены, которые с самого основания, когда мы еще не были в федерации, мы начали здесь заниматься. Они пришли, заинтересовались, и они остались. То есть у них, соответственно, и уровень очень такой высокий. Максим Петряков входит в сборную команду Алданской Федерации ММА и считается перспективным спортсменом. На различных площадках четвероклассник уже завоевал множество наград. А единоборствами Максим занимается с 4 лет. Как созрело решение прийти в секцию, Максим помнит хорошо. Мы как-то едем в машине с водителями. Мне папа как-то говорит, вот у нас секция открылась, не хочешь записаться? Я говорю, можно попробовать. Вот и начал заниматься. И ездил много куда, по-моему, 8 раз в Якутск. 2 раза в Благовещенск, в Шилку 2 раза ездил. 14 первых мест, медалей всего 16, 11 золотых кубков. Единоборствами увлекаются как ребята, так и девочки. Студентка политехникума Айкыз Дайнур приехала в Алдан из республики Тыва. Спортом занималась с детства. В школе увлекалась хореографией и осваивала приемы и контрприемы в вольной борьбе. Последние 1,5 года Айкыз оттачивает мастерство в смешанных боевых искусствах. Я сама девушка спортивная, и вот у меня очень много братьев. Я тут, увидела, что тут есть вот такая секция, и мне тут понравилось. Занятия в Федерации ММА проводятся в 3 возрастных группах. Наиболее массовый коллектив составляют школьники. Я выезжал в Якутск, выезжал в Новосибирск, был в Благовещенске, занимал первые места. Уже занимаюсь 4-й год. Я хочу съездить в город Анапу, там занять 1-е место и взять пояс. В настоящее время на общем счету у бойцов сотни побед. Покоренные вершины дают спортсменам отличный стимул к дальнейшему совершенствованию мастерства. Смешанные боевые искусства интересны не только подросткам. Самые же юные спортсмены еще дошколята. Это у нас младшая подготовительная группа. Мы делаем акцент на растяжку, на координацию, рассказываем им культуру спорта, как это все проходит. Азы боевых искусств Тимур Щербаев начал осваивать 2 месяца назад. В Алданскую Федерацию ММА «Боевая Русь» мальчика привел папа. Заниматься спортом Тимуру очень нравится, и тренировки он не пропускает. Решили отдать с женой, так как я сам придерживаюсь спорта. Мне самому нравится это спортивное движение. И сыну нравится куда-то энергию выплескивать. У нас сильно он энергичный.
прям сильно. Ему нравится. Нравится тренер, он даже лучше тренера слушает, чем меня. В подготовительную группу Федерации ММА входят малыши от 4 до 6 лет. Родители отмечают, что, занимаясь спортом, ребята становятся более дисциплинированными и ответственными. На тренировках юные бойцы знакомятся не только с приемами и техниками единоборств. На начальной ступени познать воспитанникам предстоит немало. В младшей группе у них начинается этап посвящения в боевую Русь, то есть в ММА. То есть у них там обряд, они учат клятву, что они должны соблюдать, как вести здоровый образ жизни, не пропускать тренировки. То есть там все описано. В 6 лет, если спортсмен уже полностью взял азы боевой подготовки, защиты, передвижения, то есть и в 6 лет уже можно выступать на соревнованиях. Если он выступает, у него все получается, то мы его уже во вторую группу отправляем, то есть там, где у нас сборники. Тренировки в младшей группе включают в себя элементы различных видов боевых искусств. При этом акцент ставится на физическую подготовку, формирование дисциплины и освоение базовых навыков самозащиты. Занятия для дошколят строятся по особой методике, и весь процесс проходит под неусыпным контролем тренера. Просто нужен каждому индивидуальный подход. Вот с этим индивидуальным подходом кому-то кнут нужен, кому-то пряник нужен, чтобы он понял какую-то тему, какой-то удар или какую-то защиту. То есть каждому индивидуальный подход. Кто-то может за месяц втянуться, а кому-то нужен 1 год, чтобы он только понял, что он находится на тренировке, дисциплине и так далее. Массово увлекается современная молодежь искусством карате. Активно развивается и пополняется Алданская федерация до Киокушинкай. Ребята достойно представляют район и республику на площадках межрегионального, всероссийского и международного уровней. Но развитие большое, ребята ездят на международные региональные соревнования, сдают на большие пояса, приезжают на все российские школы, плюс развивает тренер Антон Ильин. Хорошая организация и рост идет. Если говорить о сборной команде, она у нас дерется на крупных турнирах, на первенстве России, мира. У них уже большой опыт, это дети по 10 лет занимаются, по 8, с большими регалиями. То есть, по Якутии, можно сказать, они такие достаточно опытные спортсмены. Дополнительные перспективы профессионального роста каратисты получили с открытием в 2024 году спортзала Алданской гимназии. Напомним, этот объект был построен на средства единой субсидии президента Российской Федерации Владимира Путина. На новой спортивной площадке спортсмены могут не только полноценно тренироваться. В Алдане проводятся межрегиональные соревнования по карате. Зал у вас действительно прекрасный. У нас тоже 2 таких же зала, но поменьше в городе Якутске, который вот по программе Трутнева. Это хорошая программа. Мы всю жизнь мечтали, те, кто занимается давно, чтобы в школах карате как предмет даже, это просто здорово. Множество масштабных достижений у спортсменов, совершенствующих навыки боя в городской секции карате Шин-Киокушинкай под руководством тренера Дениса Ждановича. Юноши и девушки являются постоянными участниками дальневосточных и всероссийских соревнований. Неоднократно ребята становились победителями в международном турнире по карате, который ежегодно проходит в Белоруссии. В первую очередь получаешь опыт, и потом не страшно участвовать особо на соревнованиях, уже понимаешь, что и как. По словам тренера, на соревнованиях его воспитанники выступают весьма достойно, демонстрируя не только отличную подготовку и высокое мастерство, но также необоримую волю к победе. Сильные качества ребят оцениваются по достоинству как соперниками, так и судейской коллегией. Заинтересовалась этим спортом, решила попробовать. Выступала я во многих городах. 8 кубков у меня. 3 первых, 2 вторых и 2 третьих. Среди детей и подростков популярность карате не ослабевает. Городскую секцию посещают несколько десятков алданцев. Самым юным спортсменам всего 5 лет. На карате так мы сразу: мама, на карате едем? Конечно, говорю, едем. Потом рассказывают, чему научились. Так как они у меня одного возраста, они все навыки, чему их здесь обучают, они это дома демонстрируют. Очередная победа для спортсменов становится ступенью к еще не покоренным высотам. А каждое соревнование ценно прежде всего обменом опыта.
К тому же в боевых искусствах процесс самосовершенствования непрерывен, и ребята с удовольствием оттачивают технику и наращивают опыт.